Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телевидении Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. 1 октября в 10:00 в городе Душанбе состоится третья сессия Маджлиси Милли Маджлиси-Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. На третьей сессии Маджлиси Милли Маджлиси-Оли Республики Таджикистан 7-го созыва планируется рассмотреть Конституционный закон Республики Таджикистан о внесении дополнений в Конституционный закон Республики Таджикистан о гражданстве Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан о среднем профессиональном образовании и Закон Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс Республики Таджикистан. Также будут обсуждены законы Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о дахканском фермерском хозяйстве, о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об образовании и другие законы, принятые Маджлис Намандагон Маджлиси-Оли Республики Таджикистан. Бесценный литературный шедевр великого персидско-таджикского поэта Абулкасыма Фердауси «Шахнаме» вновь обрел жизнь благодаря масштабной культурной инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Новое издание, выпущенное в высоком полиграфическом качестве, стало не просто книгой, а символом глубокого уважения к историческому наследию таджикского народа. В настоящее время идет активное распространение «Шахнаме», включая район Шох-Мансур и Исмоили-Сомони, где жители с большим интересом получают экземпляры этого легендарного произведения. Подробности в нашем сюжете. Переиздание бессмертного эпоса великого поэта Абулкасыма Фердауси «Шахнаме» стало возможным благодаря инициативе президента Республики Таджикистан, лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона. Это подчеркнуло значимость этой книги для таджикского народа, а также это свидетельствует о глубоком уважении к истории и культуре народа. Эта уникальная инициатива была предпринята в честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан и направлена на возрождение исторической памяти, расширение самосознания и национального самопознания. Большое внимание уделяется пробуждению патриотизма и любви к родине, особенно среди молодежи и подростков. В районе Шох-Мансур, города Душанбе, активно распределяется среди населения книга «Шахнаме» Абулкасыма Фердауси, которая поистине является величайшим национальным эпосом таджикского народа и настоящей сокровищницей мудрости наших предков. Служит важным шагом для повышения чувства самосознания и идентичности граждан страны. Проект, инициированный лидером нации, стал еще одним доказательством того, что Таджикистан не только чтит свое прошлое, но и строит будущее, опираясь на многовековые традиции. «Шахнаме» вновь объединяет народ, напоминая о том, что история – это основа для новых побед. В честь великого поэта таджикской и персидской литературы Абдуллаха Рудаки по инициативе исполнительного органа государственной власти района Фердауси прошла научная конференция. Подробности в нашем материале. Признание и выражение уважения великому лидеру нации, президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону под таким названием по инициативе исполнительного органа государственной власти района Фердауси состоялась научная конференция, посвященная Дню Абдуллаха Рудаки. В работе конференции приняли участие руководство района Фердауси, представители Союза писателей Таджикистана, издательства «Ирфон», руководители структурных подразделений, исполнительных органов государственной власти и активисты. Выступающие отметили особую роль и высокий статус Абдуллаха Рудаки в классической таджикской литературе, богатое наследие его творчества и значение воспитания подрастающего поколения. Было подчеркнуто, что Рудаки является не только основоположником таджикской и персидской литературы, великим поэтом и мыслителем, но и символом пробуждения самосознания, независимости, вечным символом литературы и культуры таджикского народа. Отмечалось, что в признании и популяризации творчества этого великого мыслителя важнейшую роль играет лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон. Миссия поэзии Рудаки носит гуманистический характер. В своих произведениях он подчеркивал, что человек обязан служить народу с благими намерениями на протяжении всей жизни. Эти идеи сегодня сохраняют актуальность и занимают особое место в духовном воспитании нации. Сохранение памяти о великих личностях
ценностях и почитания их наследия, что находит отражение в культурной политике лидера нации, рассматривается как гражданский долг каждого сознательного человека. В этом контексте отмечалось, что празднование Дня Рудаки в независимом Таджикистане является результатом патриотической и культурной политики президента страны, уважаемого Эмомали Рахмона, направленной на укрепление национальной идентичности и возвращение к духовным истокам. Имя Рудаки и его бессмертная поэзия стали источником национальной гордости не только для таджиков, но и для всех персоязычных народов мира. Вклад поэта в развитие литературы и поэзии огромен. Его произведения, пронизанные идеями патриотизма, гуманизма и духовного совершенствования, остаются образцом для поколений и обогащают внутренний мир каждого читателя. Мы продолжаем программу. В рамках плана мероприятий по благоустройству исполнительного органа государственной власти города Душанбе работы по озеленению и благоустройству столицы продолжаются в расширенном масштабе. И сотрудники коммунальных служб столицы занимаются посадкой красивых сезонных цветов на улицах и проспектах города Душанбе. Более подробный материал подготовили мои коллеги. В зависимости от времени года в столице производится замена цветов на обочинах улиц, проспектов и в зеленых зонах, чтобы Душанбе во все сезоны оставался цветущим. Этот процесс сейчас продолжается во всех районах города усилиями работников соответствующих служб. Ответственные лица планируют высаживать красивые сезонные цветы по рекомендациям специалистов, чтобы внести вклад в украшение уголков столицы. В рамках работ по благоустройству, озеленению и облагораживанию в настоящее время Управление эксплуатации дорог района Шох-Мансур занимается подготовкой почвы и посадкой сезонных цветов, таких как хризантемы, тагитесы, виолы и петунии. Во время нашей съемки сотрудники были заняты посадкой цветов на улице Садриддина Айни и проспекте Рудаки. В будущем хороший рост декоративных цветов, высаженных сегодня ответственными лицами, придаст столице особую красоту, и ею смогут любоваться не только жители, но и гости, а также иностранные туристы. Кроме того, на площади 800-летия Москвы установили красивую декоративную конструкцию, которая сразу привлекает внимание. Такая инициатива делает этот уголок столицы еще более привлекательным и выразительным. Красота и цветущая атмосфера Душанбе восхищают жителей и гостей города, а каждый его житель гордится благоустройством и спокойной обстановкой. Ну и последнее. В целях улучшения условий движения транспортных средств на улицах и проспектах столицы соответствующие структуры регулярно проводят целевые мероприятия. В этом ряду с 15 по 25 сентября в Душанбе будут организованы условные операции «Ремень безопасности» и «Скутер». С 15 по 25 сентября в Душанбе прошли условные операции «Ремень безопасности» и «Скутер», организованные сотрудниками Государственной автомобильной инспекции Управления Министерства внутренних дел по столице. Анализ показывает, что в последнее время на дорогах республики сохраняется тревожная ситуация, происходят дорожно-транспортные происшествия с гибелью пассажиров и получением травм, увеличилось количество нарушений правил дорожного движения со стороны водителей двух- и трехколесных транспортных средств, скутеров и электросамокатов. Все это вызывает серьезную обеспокоенность и указывает на снижение дисциплины среди участников дорожного движения. Кроме того, проверка состояния автомобилей свидетельствует, в большинстве случаев пассажиры на переднем сиденье, особенно несовершеннолетние, не используют ремни безопасности. Именно это нередко становится причиной тяжелых травм, инвалидности и гибели людей. По словам сотрудника Управления безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Душанбе Шахбоза Сайдзоды, только за прошедший период выявлено 176 231 нарушение правил, связанных с непристегнутыми ремнями безопасности, что составляет почти четверть от общего числа зафиксированных нарушений. Немало нарушений допускают и водители скутеров и электросамокатов. В ходе операции инспекторы напомнили им, что они также являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны
должны строго соблюдать правила и дорожные знаки. Государственное управление Министерства внутренних дел по Душанбе призывает всех водителей и пассажиров быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и помнить, безопасность каждого зависит от дисциплины всех. Уважаемые телезрители, это областная информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных вам новостей и до встречи!